Хайырлы сағатта, хөрмәтле милләттәштәр, һеҙҙе Уралым тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Һаумыһығыҙ. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче челябинских башкир в программе «Уралым». Спешите делать добро. Два южноуральских батыра получили медаль за мужество. Я оказался в нужное время, в нужном месте. Оказался в том месте, в тот час. Силәбиләр башкорт теле укытыусыларын тәбрикләне. Илһам алып кайтабыз. Сеть магазинов игрушек готова реализовать товары местных производителей. Уже начали работать с нашими производителями. В Челябинске в 4-й раз состоялась церемония награждения по итогам регионального конкурса «Спешите делать добро». В этом году 14 южноуральцев удостоились данной награды. Награда с символичным названием «Спешите делать добро» вручается обычным людям, проявившим самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в условиях угрозы нарушения прав и свобод человека, а также за многолетнюю подвижническую работу. Медаль – это самая малость, которой мы могли выразить ту благодарность, ту искреннюю признательность, которую мы испытываем. Среди номинантов 2017 года два представителя башкирского народа. Один из них военный Ринар Янсарин, спасший утопающего в холодной воде ребенка в поселке Чурилово. Второй Ринат Касимов, который с травмированной рукой удерживал девочку в течение часа, чтобы она не сорвалась с карниза лоджии 4-го этажа. Оба мужчины не считают свои поступки героизмом. По их словам, любой здравый человек, видя чужую беду, должен немедленно спешить на помощь. Приехал я в один из дворов к своим друзьям. Выйдя из машины, я услышал, что кто-то зовет на помощь. Поднялся на холм и видел, что в котловане барахтается ребенок. Рядом были его товарищи, которые, естественно, не смогли ему помочь. Мальчик был испуган, замерзший. Не знаю, сколько он еще продержался, но хорошо это все обошлось. И все, и я оказался в нужное время, в нужном месте. Услышал крик и просто держал ее в течение 40 минут со сломанной рукой. Вот так вот. Не считаю, что это героический поступок. Просто так получилось. Оказался в том месте, в тот час. Вот и все. Мужество, желание помочь другим не отнять у наших героев. На церемонии награждения башкирские джигиты очередной раз подтвердили это. Ринат Янсарин первым подарил свой букет женщине, которая усыновила 6 детей-инвалидов. К благородному поступку присоединились остальные номинанты, а члены большой и дружной семьи получили в награду цветы. Вы сами сегодня почувствовали, сколько в этом зале было людей, которые действительно готовы бескорыстно прийти на помощь, просто потому что они не смогли сделать иначе, просто потому что в их душе очень много света и добра, и они, если плачет ребенок, не могут остаться равнодушными. Министру образования Челябинской области Александру Кузнецову история, связанная с Ринаром Янсариным, напомнила его детство. Когда-то и его, маленького мальчишку, упавшего в котлован, вытащил незнакомый мужчина. И слова благодарности, которых тогда не успел сказать Александр Игоревич, сегодня он адресовал всем премированным медалью «Спеши делать добро». В Кунашаке состоялось внеочередное общее собрание исполкома районного Курултая башкир. На конференции были подведены итоги 2016 года и намечены планы на текущий год. Председатель исполкома башкирского Курултая Кунашакского района Хабрахман Мансуров выступил с отчетным докладом о деятельности общественной организации за 2016 год. По его словам, башкирский Курултай района активно участвовал как в районных, так и в областных мероприятиях, где представлял на достойном уровне коренное население района. Еще одной приятной новостью для жителей Кунашакского района стало возобновление вещания местного телеканала Кунашак ТВ на башкирском спутниковом телевидении. Теперь кунашакцы могут не только узнавать новости малой родины первыми, но и смогут порадовать близких поздравлениями в специальной рубрике местного ТВ. В прошлом году, в этом году много информационных поводов, именно то, что касается средств массовой информации. С сентября 2016 года у нас начала выходить программа «Уралым», областная программа про Башкир Челябинской области. Она выходит на областном телевидении, на ОТВ и на БСТ. Буквально с 1 января 2017 года началось вещание БСТ на территории Кунашакского района. Башкортостан становится ближе к своим башкирам. Председатель организации «Башкирский Курултай» Марис Юсупов отметил работу местного отделения и озвучил планы областного Курултая на 2017 год. Активисты Кунашакского отделения, в свою очередь, поделились своими планами. В их числе открытие уголка башкирской культуры при районном ДК или музее, проведение 3-го фестиваля, посвященного памяти Дарвина Хайретдинова, и конкурсов «Башкирочка», «Батыр», возрождение движения КВН на башкирском языке. Для детей это действительно интересно. Я давно уже забросил КВН, и
как бы сейчас являюсь одним из специалистов, который может действительно дать мастер-классы. И мне очень даже приятно, то, что меня приглашают сейчас и в Аргаяшский район во многие школы, и здесь у нас в Кунашакском районе. В принципе, я готов посотрудничать. Ошу көндәрдә сөйләбеләр, халыкара туган тел көнен билдәләне. Асаба халыктың телен үстерү буенча иң һәзганып эшләүче укытучылар сараның төп кунактары булды. Аргаяш, Коншак, Сосновка, Сыбаркүл районы һәм Силәбе, Магнитогорск калаларыннан 30-га якын укытучы, балалар баксаһы хезмәткәрләре йыелды. Унан тыш, күрше Учалы районыннан килүче туган тел белгечләре укытучыларга осталык дәресләре күрһәтте. Бүгінгі байрамдан біз келәһі ішке тағыланығырақ дәрт алып, кинәніп, тағыла яқшырақ итеп эшләргә, яңынан көз, яңынан илһам алып кайтабыз. Безнең өчен менә ул бигрәк тә шатлыклы хәбәр, шатлыклы вакыйга һәм бүгенге күренешләр, бүгенге очрашулар бик канәгать. Үдебездин райондан делегацияман килдек, укытучылар, балалар баксаһынан воспитательдәре. Кем башкорт телен онытмакка, үзен туган телен онытмакка, югалтмакка, шул линияман эштәп килгән кешеләрне китердек. Безгә күргәтләр дәрес мастер-класс күргәтләр инде. Һәм унда уларның менә шул оптимизмнарын яктырдылар дип әйтәм микән? Ошо оптимизм белән улар һәммәк һөйләшеп якындап карый буларга. Нимә килеп сыгыша? Учалы калаһынан килгән делегация вәкилләре арасында Хазина фольклор төркеме җитәкчесе Гарифа Кудрявая булды. Рухлы милләттәшебез Кумыл ярдәмендә килгән кунакларны бер шаулы урманга, бер киң далага алып килде. Ут күршеләребез үз сыгыштарында артабында шулай тыгыз аралашып яшәргә, бергә эшләргә сакырды. Без менә быелгы елда Сәсәнлек мәктәбен үстергәнбез. Етәкчесе Мәүлид Багилдулы Ямалетдинов булыр дип күзаллайбыз. Урал батыр эпосы көндәре дип игълан итәргә уйлайбыз һәм башкорт традицион костюмы белән ныклап шөгыльләнә башладык. Быел да без уны дәвам итәбез. Силәбе хатын-кызларында шуңа әйдәйбез. Сараны Силәбе артистлары сыгыштары бидәне. Байрамга килгән һәр укытучыга башкорт ырылары тарихи китабы, мактау кагызлары һәм аксалата бүләк тапшырылды. Артабан байрам табыны артында мөгаллимдәр тәҗрибә уртаклашуын, аралашуын дәвам итте. Туган телде хаклау, үстерү, гаилә, укытучылар һәм илһөярләр тырышлыгы менән берлектә алып барылырга тиеш дигән фикердең хаклыгына байрамга килүчеләр янә бер тапкыр инанды. Крупная сеть магазинов для детей «Маркер Игрушка» приглашает малый бизнес к сотрудничеству. Руководители торговой сети утверждают, что отечественные производители ничуть не уступают известным мировым брендам. На полках крупной сети без труда можно найти игрушки российских производителей. Многие из них начинали производство с минимальных объемов, затем переросли в крупные заводы и фабрики. Представители «Маркер Игрушка» готовы даже обсудить бизнес-проекты будущих производителей. Мы уже устали возить товар с Китая, тем более который дорожает с каждым годом. Мы хотели и начинаем уже, и уже начали работать с нашими производителями на Урале. То есть мы показываем реально рынок, насколько он велик, этот рынок детских товаров, даже по крупным товарам. Мы даем нашим предприятиям образец, мы говорим, что нужно сделать, там, похожую, допустим, на эту игрушку, сколько она должна примерно стоить, проводим экспертную анализ этой игрушки по продажам. Ну и, соответственно, мы готовим прям бизнес-план для предпринимателей. Федеральная сеть «Маркер Игрушка» успешно работает на оптовом рынке игрушек с 1996 года. За этот период ФС «Маркер Игрушка» занимает лидирующие позиции на рынке игрушки Уральского региона и предлагает покупателям более 15 тысяч наименований товаров производства России, Китая, стран ближнего и дальнего зарубежья, для детей и новорожденных, а также товары для спорта и активного отдыха. Те, кто открывает свое дело, это люди творческие, у них есть желание расти и развиваться, владеть новыми технологиями. Продукция представителей малого бизнеса добавит в ассортимент магазинов индивидуальности и местного колорита, уверены сотрудники сети. Таким образом, у каждого жителя нашей страны есть возможность реализовать свой товар в сетях, расположенных на территории 7 крупных городов России, таких как Челябинск, Магнитогорск, Пермь, Сургут, Уфа, Нижний Новгород и Казань.
Одна из возможностей нашим товаропроизводителям найти себя, то есть и, может быть, даже сделать какой-то стартап для того, чтобы осуществить реализацию вот, игрушек. Вроде бы с первого взгляда мы видим большой ассортимент, но в пределах там 50% это товар именно из-за рубежа. Задача одна из основных, чтобы как можно больше товаропроизводителей у нас было, которые могли бы данную игрушку выпускать. Крупная сеть также является спонсором и партнером многих социальных проектов Южного Урала, в том числе национальных праздников Сабантуй, детских конкурсов Башкирского Курултая Челябинской области. В Челябинске прошел конкурс башкирского видео и сценариев под названием «Оскон». В этом году на кинофестивале приняли участие более 60 человек из разных регионов. Организаторы кинофестиваля максимально постарались, чтобы начинающие кинопроизводители получили полезные навыки. И в первый день прошли мастер-классы по сценарному, актерскому, операторскому, режиссерскому искусству. Наш конкурс башкирского видео «Оскон» — это не только конкурс, но и площадка для выстраивания взаимодействия между единомышленниками, между экспертами в области кинематографа, жюри и организаторами. Всеми нами движет желание развивать башкирское видеопроизводство, башкирский кинематограф. И можно сказать, что на пути к этой цели мы сделали еще один серьезный шаг. Второй день кинофестиваля был посвящен подведению итогов конкурса. Состоялся питчинг сценариев на башкирском языке, премьерные показы, а также церемония награждения победителей. Призовой фонд в 200 тысяч рублей жюри распределило среди 13 победителей. Для финалистов были предусмотрены и поддержка от партнеров, бесплатный прокат профессионального кинооборудования, финансирование съемок, обучение в сценарной мастерской, консультирование и помощь редакторов в доработке сценария, обучение в киношколе и прочее. Сейчас уже можно говорить о динамике, о каком-то профессиональном росте, потому что мы проводим второй раз конкурс и видим, как многие из участников выросли, присылают уже более качественные работы, где-то не шаблонные, снятые вне рамок. И мы надеемся, что таким образом башкирский кинематограф и уровень башкирского видеоконтента будет расти с каждым годом. Прием заявок на Оскон-2017 начнется уже в марте. По словам организаторов, участников ждут приятные новости. Мен бик шатмын, мен бик рахматлымын ошо Селебе яштарына, жюрига, үзем киноны төшерергә ярдәм иткән үземнең съемочный группама, ата-әсемә барыгына бик зур рахматлымын. Наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ. До новых встреч! Хөрмәтле телевизор караучылар, ошуның менән тапшыруыбыз тамам. Безне ОТВ каналында көтеп калыгыз. Киләһе очрашкандарга тиклем. Также наша передача доступна в сети по ниже указанной ссылке.